Всем доброго дня суток, с вами новый выпуск Сахатоп, где мы рассказываем интересные факты и истории о Якутии и не только. В предыдущем ролике мы говорили о 5 самых больших улусов нашей республики. Если вы пропустили его, вы можете перейти по ссылке внизу. А сегодня мы разберем, в каком районе живут больше всего людей и какие народы в них преобладают. Готовы расширить свой кругозор о Якутии? Тогда поехали! Топ-5 улусов по населению. Пятое место. На пятом месте расположился ближайший сосед нашей столицы Хангаласский район с населением 32 тысячи человек. Здесь проживают представители около 50 разных национальностей, но преобладающим из них является народ Саха. В районе 29 населенных пунктов, и почти все расположены вдоль реки Лена. Хангаласский улус – излюбленное место отдыха якутян. Именно в этом районе находятся знаменитые Ленские столбы – комплекс вытянутых вверх причудливых скал, тянущихся на несколько километров вдоль реки Лена. В 2012 году их включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Изображение красного всадника на гербе республики взято из наскальных рисунков, оставленных древними людьми, представителей так называемой культуры Диринг-Урях. Но кроме этого, Хангаласский улус занимает ведущее место по производству строительной и сельскохозяйственной продукции и занимает почти половину рынка республики. Кто же устоит перед сладостями Нюмегинского хлебозавода? Отдельно стоит упомянуть зоопарк Ортодойду. Можем гордиться тем, что Ортодойду – единственный в мире зоопарк, работающий в северных экстремальных условиях и готовый принять любое животное. Хангаласский район действительно один из самых интересных улусов Якутии. Четвертое место. Четвертое место занимает Ленский район с населением почти 38 тысяч человек. В Ленском районе 19 населенных пунктов. Административный центр – город Ленск, один из важнейших портов Якутии, связывающий республику с остальной Россией. Ленск можно считать прародителем города Мирного. Именно здесь базировались при строительстве алмазного города. Из всех улусов в Ленском районе самый благоприятный климат для проживания. Благодаря своему выгодному географическому расположению в Ленском районе растет около 330 видов целебных трав и растений. Животный мир является самым разнообразным по всей республике, а от устья Витима до устья Нюя можно встретить 200 видов самых разных птиц. Если в свое время Ленский район дал толчок алмазодобыче Якутии, то в нынешнее время он дал новый толчок, теперь уже газодобыча. От Чаяндинского газового месторождения, что на западе Ленского района, и будет проведен нашумевший и дорогостоящий газопровод в Китай «Сила Сибири» стоимостью 70 миллиардов долларов. И мы с уверенностью можем утверждать, что именно благодаря Ленскому району мы имеем алмазы и газ. Третье место. На третьем месте уютно расположился Алданский район, о котором мы рассказывали в предыдущем топе 5 самых крупных улусов Якутии. В Алданском районе проживает около 47 тысяч человек, и почти 80% из них это русские. Якутов же здесь около 2000 человек. До сих пор ведутся споры, откуда же произошло название Алдан. Некоторые утверждают, что от тюркского слова «алтан», то есть «золото». Некоторые же, что от слова «алдун», что с авенкийского переводится как «каменистое место». Все эти названия верны. Алданский район – столица золотодобычей республики, а в каменистых горах ждет своего выхода крупнейшее в мире урановое месторождение. Кроме золотых рудников, Алданский район богат и золотыми людьми. Из Алданского района на войну отправились множество людей. 7 из них стали героями Советского Союза. Что ж, Алданский район – золотая столица всей республики. Второе место. Серебро занимает алмазный Мирнинский район. Здесь проживает более 70 тысяч человек, большая половина из которых это русские. Также около 10% населения составляют украинцы. Столица района – город Мирный, по утверждению построен мечтами геологов. В самых экстремальных условиях Крайнего Севера, в жару и холод, все те, кто в послевоенные годы отправились вглубь Якутии в поисках алмазов, мечтали, что однажды на месте их палаток вырастет красивый и современный город. И не прогадали. Город Мирный – настоящий алмаз, живущий полноценной жизнью. Но стоит упомянуть и об отрицательной стороне алмазных поисков. Из 12 ядерных взрывов, что были произведены в Якутии, половина из них были произведены в Мирнинском районе, 2 из которых, Кристалл и Кротон-3, стали аварийными с выбросами радиоактивных продуктов. Но не стоит паниковать, радиоактивная обстановка не превышает допустимых норм. Жизни ничего не угрожает, и Мирнинский район все еще будет блистать алмазным блеском. Первое место. И почетное первое место в нашем топе занимает самый южный улус республики Нюрингринский район с населением почти 80 тысяч человек. Разнообразие национальностей и народностей просто зашкаливает, около 150. Несмотря на такое количество людей в районе, всего 9 населенных пунктов, и они все расположены вдоль федеральной дороги М56 Лена, кроме маленького поселка Хани, который уютно расположился на западе района.
Подавляющее большинство населения занято в промышленной области. Нюрнбергский район известен своими угольными залежами. Общие запасы Южно-Якутского угольного бассейна оцениваются в 57 миллиардов тонн. А Эльгинское угольное месторождение вовсе считается самым крупным месторождением коксующего угля в России. Нюрнбергский район занимает исключительно выгодное географическое положение, располагаясь близко к Транссибирской магистрали и портам Охотского моря. Спорт в Нюрнберге занимает особое место, в столице несколько спортивных комплексов, отсюда родом множество известных спортсменов. Олимпийский призер Евгения Колотко, израильский легкоатлет Дмитрий Кройтер, футболисты Сергей Шудров и Эдгар Трип. Кроме угля и спортсменов, Нюрнбергский район еще славится невероятно красивой природой. Горный рельеф и холмы никогда не оставляли людей равнодушными. Нюрнбергский район – один из самых развитых районов не только Якутии, но и Дальнего Востока. И неудивительно, что он привлекает столько людей и заслуженно занимает первое место в нашем топе. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых топов. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, ведь они дают нам стимул делать топы еще интересней. И до следующего специального хэллоуинского выпуска.